Вы смотрите актуальное интервью. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Органами прокуратуры республики во взаимодействии с профсоюзами, правоохранительными органами и органами контроля проводится системная работа по предупреждению и пресечению нарушений трудового законодательства. О том, какая ситуация складывается в этой сфере, мы поговорим сегодня. Наша гостья в студии Нана Агачонова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Нана Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с самого главного. Какая ситуация сегодня складывается на территории республики с соблюдением трудовых прав? На сегодняшний день приоритетным надзорным направлением органов прокуратуры республики продолжает оставаться защита трудовых прав граждан, в частности на оплату труда. У нас в регионе на сегодняшний день зарегистрировано свыше 20 тысяч работодателей, у которых работает около 500 тысяч жителей нашей республики. И, к сожалению, на сегодняшний день продолжает оставаться проблемной ситуация с образованием задолженности по заработной плате в организациях нашей республики. Ну, то есть самая главная проблема, с которой обращаются граждане в плане соблюдения трудовых прав, это вопрос невыплаты заработной платы. Да. Как этот вопрос решается? Мы решаем различными способами, взаимодействуем с органами власти республики, с органами местного самоуправления, органами контроля, это Государственная инспекция труда, службой судебных приставов. И все вместе, общими усилиями стараемся решать оперативно все эти вопросы. Ну вот в случае, если подобная ситуация произошла, невыплата заработной платы, какой алгоритм действий, чтобы вернуть себе свои законные права? Сразу в трудовую инспекцию или сразу в прокуратуру? Работник может, во-первых, самостоятельно обратиться в суд. Во-вторых, он может обратиться в Государственную инспекцию труда, это у нас федеральный орган по контролю и надзору за соблюдением работодателями трудового законодательства. Он может обратиться также к нам в прокуратуру по месту жительства. А вот как определяется здесь с точки зрения закона вина работодателя или все-таки какие-то не до конца выполненные трудовые обязанности сотрудника в плане заработной платы? В силу закона у нас работодатель обязан выплатить заработную плату в установленные сроки коллективными договорами либо трудовыми договорами 2 раза в месяц в обязательном порядке. Нана Васильевна, какие сегодня гарантии для работника предусмотрены трудовым законодательством? При трудоустройстве гражданина во всех случаях с ним должен заключаться трудовой договор. В трудовом договоре обязательно прописываются все условия, которые касаются его оплаты труда. То есть указывается размер оклада, либо тарифной ставки, все виды гарантий и компенсаций, которые ему предусмотрены. То есть это размер районного коэффициента, северной надбавки. Районный коэффициент у нас в республике варьируется от 1,4 до 2. И в частности, например, в организациях республиканских, которые финансируются из бюджета, он повыше 1,7 и до 2%. А в коммерческих и у федеральных там, конечно, поменьше, может быть, варьируется, устанавливается от 1,4. Также, предусматривается северная надбавка. Северная надбавка это тоже устанавливается, она для молодежи, которые прожили на территории нашей республики суммарно 5 лет, она устанавливается сразу, это 80%. А в остальных случаях, те, кто приступил к работе после 30 лет, эту надбавку он набирает поэтапно, то есть каждые полгода по 20%. То есть для того, чтобы заработать 80%, ему придется отработать несколько лет. Дальше, компенсационная выплата, например, доплаты за вредность. Это, например, если люди работают в шахте или это врачи, то есть профессии, где в зависимости от тех или иных условий работник получает какие-то определенный вред своему здоровью. Дальше, за квалификацию может быть предусмотрено, например, у водителей это надбавка за классность, у учителей за квалификацию. Например, учитель может быть первой категории, тогда у него будет надбавка чуть повыше, чем у учителя второй категории. Дальше, в трудовом договоре должны быть обязательно оговорены условия оплаты если работник может привлекать сверхурочно, тоже это должно быть оговорено, если он работает в выходные либо праздничные дни. В целом, в зависимости от отрасли, где работает человек, могут быть предусмотрены различные надбавки, и в том числе премии. И помимо того, что в трудовом договоре эти все условия должны быть прописаны, это при приеме на работу,
в период его работы зарплата при этом ему должна быть установлена не ниже МРОТ. Ну, в республике у нас это в целом около 40 тысяч. Да, опять-таки зависит от того, отработал ли, ну, наработал ли себе вот эти северные надбавки, либо нет. Дальше, значит, также у нас закон предусматривает, опять-таки, как мы уже отметили, что зарплата должна обязательно выплачиваться 2 раза в месяц. Не 1 раз в месяц, не 1 раз в 3 месяца, а 2 раза в месяц. И, как правило, это обычно каждые 2 недели. Также законодатель у нас предусматривает, что если человек уходит в отпуск, отпускные ему должны выплачиваться за 3 дня до отпуска. И в том случае, если человек увольняется, окончательный расчет должен быть ему произведен в день увольнения. Если же он в день увольнения не работал, то не позднее дня, когда работник обращается к работодателю, произвести с ним расчет. Вот так вот. Ну вот, как мы отметили, наиболее частые причины и нарушения это связаны они с заработной платой. А что насчет отпуска? Вот вы затронули тему отпусков. Что делать в случае, если работодатель не предоставляет положенного числа дней отпусков? Если не предоставить положенных дней отпусков? Ну, во-первых, у нас график отпусков в силу Трудового кодекса, он утверждается работодателем в конце года, то есть перед предстоящим годом по согласованию с работником. И, соответственно, этот график, он обязателен как для работника, так и для работодателя. Если же работодатель отказывается предоставлять отпуск по графику, соответственно, это нарушение Трудового кодекса, и надо обращаться в те органы, которые я уже сказала. А вот эти требования, они едины как для Они едины для Трудового всех. кодекса, гражданско-правового характера договоров, да? Нет, гражданско-правовые отношения, на них Трудовой кодекс не А распространяется. вот как быть тем, кто работает в таком формате? По гражданско-правовым договорам, там вообще не применяется положение Трудового кодекса. Ну, в любом случае попробовать. Попробовать можно, да. Мгм. Если лицо согласится, то, которое приглашает на выполнение работ, то, в принципе, можно. Анна Васильевна, какая ответственность сегодня предусмотрена для работодателя за нарушение Трудового кодекса? Ответственность различная. Во-первых, если права работника в организации нарушены в результате действий другого сотрудника, например, сотрудника отдела кадров, да, то тогда в таком случае установлена дисциплинарная ответственность. Для самого работодателя непосредственно предусмотрена административная ответственность, уголовная. Административная, она у нас установлена Кодексом об административных правонарушениях статьей 5.27 в виде штрафа, который в зависимости от тяжести, от повторности вариируется от 10 тысяч до 50 тысяч. Это для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей от 10 до 30 тысяч. И для юридических лиц штраф может быть, опять-таки, от повторности 100 тысяч составлять. Уголовная ответственность у нас предусмотрена статьей 145.1 Уголовного кодекса за частичную невыплату заработной платы за 3 месяца, либо полную невыплату заработной платы за 2 месяца. Вот. Ну, я уверен, что органы ведут в том числе и большую работу по предупреждению подобных нарушений, в том числе и просветительскую. Вот есть ли какая-то статистика, какие-то тенденции? Чаще ли стали нарушать трудовые права или, наоборот, реже? К сожалению, у нас число нарушений оно не уменьшается. То есть, опять-таки, меняется, возможно, характер, потому что если сравнивать с 2010 годами, общий объем задолженности и количество работодателей, которые не выплачивали заработную плату, он был в разы больше, нежели сейчас. На сегодняшний день у нас порядка 10 работодателей сохраняют долги по заработной плате в размере 20 миллионов рублей, а несколько лет назад эта задолженность была около 200 миллионов рублей. А с чем связываете? Что ситуация, по сути, стоит на месте. Единственное, уменьшаются суммы. Уменьшаются суммы, количество работодателей. Я думаю, что, в принципе, с течением времени работодатели стали более осознаннее и ответственнее, да, поэтому... Многих, я насколько понимаю, еще держит своего рода страх от обращения в прокуратуру, в другие надзорные органы, что потом, после всех завершений, сотрудника могут уволить. Для таких случаев, например, если работник обращается к нам, либо в Государственную инспекцию труда, он может указать в своем обращении, что он просит сохранить анонимность своего лица. И в таком случае при проверке
его данные, они не будут нигде фигурировать при взаимодействии с работодателем. Мгм. То есть вполне возможно, работодатель даже не Не узнает, узнает, да. кто из Да, сотрудников на него пожаловался. да. А вот если брать те сферы, в которых сегодня существует задолженность, кто чаще всего нарушает, если это, конечно, не судебная тайна? Ну, на сегодняшний день у нас, конечно, большинство организаций с долгами — это банкроты, которые осуществляли свою деятельность в основном в сфере строительства, которые вот строили многоквартирные дома и прочее. То есть это обращаются местные жители в том числе, да? Да. Нана Васильевна, каким образом работнику защитить трудовые права? Еще раз повторим с вами этот вопрос. В какие органы он может обратиться? Ну, во-первых, он может обратиться в суд, при этом по спорам о заработной плате для него установлен определенный срок, это 1 год. Он может в течение 1 года обратиться в суд с той даты, когда ему предполагалась бы эта выплата. Вот. Мгм. Дальше, значит, он может обратиться в Государственную инспекцию труда. Инспекция труда рассмотрит его обращение, при наличии необходимости проконсультирует, при наличии оснований организует проверку в отношении работодателя и примет соответствующие меры реагирования инспекторского. Ну вот что касаемо этих мер реагирования, вот после судебного заседания, проверки прокуратуры, когда выплачивается заработная плата? В Ну, полном объеме? Если человек обращается в суд, решение суда вступает в законную силу, то работодатель может добровольно исполнить это решение судебное, но бывают случаи, когда добровольно не исполняется. И, соответственно, работнику необходимо опять-таки обратиться в суд, получить исполнительный лист, документ, и потом уже обращаться в службу судебных приставов для того, чтобы служба приставов принудительно взыскала с этого работодателя. То есть этим уже полномочия судебных приставов? Да, да. занимается. Нана Васильевна, на ваш взгляд, вот сегодня у нас складывается вот такая вот ситуация с задолженностью, в принципе, как вы отметили, ситуация стабильная, меняются суммы, работодателей меньше становится. Что нужно сделать, чтобы вообще избавиться от подобных прецедентов? Вообще избавиться. Либо Ну, хотя бы максимально минимизировать ситуацию? Я бы призвала всех работодателей быть более ответственными, обеспечить свою финансово-хозяйственную деятельность таким образом, чтобы непосредственно на выплату заработной платы у них всегда был достаточный объем финансирования. Нана Васильевна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.